Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сегодня мы показываем вам одну из передержек, где живут якутские спасеныши. На этой передержке у меня много якутских. Кто-то уезжает в семью, на его место приезжает другая собака. Гуляют они группами, по очереди и подолгу. Узнаете Алтая? Многие помнят, какая была отчаянная борьба за его жизнь, несколько месяцев, сколько химии он прошел. Сначала Игорь вытащил Алтая из лап смерти. По приезду новая беда, онкология, операция тяжелейшая. Сейчас Алтай принимает поддерживающую терапию. По внешним признакам смотрите сами, активный, жизнерадостный парень. Можно судить по внешнему виду, по поведению, как им живется. Не для того мы их спасали, чтобы они страдали и дальше. А спасали мы их очень тяжело, и вы это знаете. Спят и едят наши хвостики в теплом доме. Там много комнат, в каждой по 3-4 собаки. Подбираются те, кто дружит между собой, ведь и у них разные характеры. Никаких цепей, никаких клеток. Исключение – это малыши, чтобы никто из взрослых их не обидел. Кормят их утром и вечером, кому-то готовят индивидуально, когда есть проблемы со здоровьем, или прилетает сильно истощенный, или с аллергией. Конечно, индивидуальный тогда подход. Наша задача – привести хвостика в нормальное состояние, чтобы пиарить для поиска семьи. Это не только откормить и социализировать, это и сдача разных анализов, это стерилизация, прививки, обработки, что тоже требует времени и денег. Всем нашим хвостикам вызываем фотографа и проводим фотосессию. Посмотрите, какие они счастливые и довольные мордахи. Это одни из тех, кто прилетели в январе. Многим даже нравится позировать, словно понимают, что это их шанс попасть в новую жизнь. После фотосессии такие альбомы уходят команде пиарщиков. Это очень важная часть нашей работы, ведь главное – это найти хвостику дом, семью, любящую. Я люблю сравнивать первое видео или фото собаки там, в Якутске, и эти пиарные. Разница такая, что и не сразу узнаешь. Ту с помойки, с поджатым хвостом, грязную, тощую. И вот теперь. Как же я хочу пожелать им всем счастья. Мы много работаем, чтобы сделать их счастливыми. И они обязательно будут у нас счастливыми.
Мы подходим к двери, где сидят в комнате ребята. Через окно можем посмотреть на них. Открываем дверь. Ребята только пришли с гуляния. Две собаки, из-за которых любители животных потеряли сон и покой, живут в одной из комнат. В тот день, когда они прилетели, я не могла их встретить только по одной причине. Я встречала в тот же момент в другом аэропорту также якутских спасенышей. И поэтому мы с водителем разделились. Он поехал в один аэропорт, а я встречала в другом. И этих ребят как раз встречал водитель. Спасибо ему огромное. Только он может выйти из машины и пойти в само здание аэропорта, чтобы встретить спасенышей. Вот они, Брюс и Валли. Отъедаются, отсыпаются, играют, много гуляют, дружат, все друг с другом контактируют. Надеюсь, вопросов больше не будет. Вот такие ребята у нас здесь сидят. Все мокренькие, потому что только что пришли с гуляния. В такой комнате они сидят с мандарином. Вот у нас такая комната, где сидят ребята, мандарин. Вот эта сеточка у нас осталась, там сидели когда-то щенки. Вот, мы ее не стали снимать. Вот. Здесь у нас сидит Лили, мандарин, Валли. Вот лежит. Валик. Вот он, Валик такой красивый. Валик. Все эти собачки приехали из Якутска и находятся на кураторстве Лары Володиной. Вот. Также и Брюс. Он Брюс. Какой красавец. Да. Валик, что ты пристаешь к Брюсу? Вот у нас Лили, любительница играть веревками. Мандариш, он более серьезный парень. Он просто любит посидеть, помечтать. Вот. Валик тоже игрунок. Да, Валик? Валик. Ну, Лили более такая игрунья. Брюс уже парень более степенный. И тоже уже отдыхает после гуляния. Вот они сидят. Такая у них комната. А я обращаюсь к вам, друзья. В последнее время помощь почти остановилась. Но спасение-то продолжается, как и убийство там, на перегонки. Кто успеет убить, а кто спасти от живодеров. Ваша поддержка нужна, необходима для спасения жизней. Спасаем или останавливаемся на том, что есть.